Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю! В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями мы обсудим самые актуальные новости, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня. Вы также можете присоединиться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера будут периодически выводить номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, либо можете присоединиться к нашему эфиру через программу Skype, адрес которого вы сейчас видите, atr.tv. Наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Я рада представить гостя нашей студії. Это Михайло Гончар, експерт з енергетичних питань, президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Витаю вас. Витаю вас. Я предлагаю начать нашу беседу с самых актуальных новостей из временно оккупированного Крыма, о которых нам расскажет наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Он с нами сейчас на прямой связи. Рома, привет! Что там в Крыму? Рассказывай. Привет, Гульсум. Сегодняшняя новость. Гражданский журналист и сокоординатор Крымской солидарности Нариман Мемедиминов на свободе. После 2,5 лет незаконного приговора за якобы побуждение к терроризму и призывы к терроризму, которые по версии оккупантов Нариман Мемедиминов опубликовывал у себя на YouTube-канале еще, кстати, в роликах, залитых до 2014 года, он вышел на свободу. Он был арестован в 2018 году, осужден и 2,5 года просидел в одной из колоний поселений в Ростовской области. И вот сегодня он вышел на свободу после определенной задержки. Его ждали в 9 утра, но он появился только к обеду. Его встречали адвокаты. Консул в Ростове-на-Дону, генеральный консул Украины в России. У нас уже есть его первое интервью о том, что сказал Нариман на первые минуты на свободе. Мы об этом расскажем в ближайших выпусках. Сегодня мы будем вспоминать и гражданскую блокаду Крыма, ее 5-летие. Будем подводить итоги, вспоминать, как это было. Напомню, что именно 20 сентября 2015 года по инициативе Меджлиса, гражданских активистов, была перекрыта админ-границы с Крымом, прекращена торговля, перестали туда попадать товары из Украины, и Украина перестала торговать с оккупантом, по сути. Вот как оценивают результаты блокады спустя 5 лет ее организаторы, какие последствия этой блокады, обо всем этом мы обязательно подробно сегодня расскажем. Пришла и грустная новость из Крыма. Сегодня в Белогорском районе простились с ветераном национального движения Аметом Тохлу. Он не дожил месяц до своего 96-летия. Это человек-легенда. Можно сказать, что его жизнь – это история крымско-татарского народа. Он пережил и высылку, и депортацию, и пытался приехать в Крым. Он один из первых проложил путь на родину. Он приехал вместе с семьей, с 10 малолетними детьми. Еще в 70-м году приехал в Крым, но ему не дали там жить. Его обвинили в нарушении паспортного режима и выслали в Абхазию, оставив семью на полуострове. И вот несколько лет длилась эта борьба за возвращение. Спустя 2 года он смог вернуться, прожил на полуострове всю оставшуюся свою жизнь. У него теперь 13 детей, 40, чтобы не ошибиться, 38 внуков и богатый жизненный опыт и путь борьбы, который могут наследовать теперь многие и равняться на его жизненный путь. Вот, к сожалению, его не стало, и сегодня с ним прощались в Белогорском районе. Будем говорить, конечно же, и о воде. С сегодняшнего дня еще 29 населенных пунктов переводят на ограниченный режим подачи воды. Напомню, до этого был Симферополь и Бахчисарайский район. Там воду подавали и подают до сих пор по 3 часа утром и 3 часа вечером. Из-за того, что вода подается с перерывами, вся ржавчина, которая есть в трубах, попадает в кран. Она течет очень плохо, слабым напором. И вот теперь еще 29 сел добавляются. С 23 числа туда, по-моему, добавляется еще и Алушта. И я думаю, что с каждым месяцем эта ситуация будет ухудшаться, потому что ситуация с водой на полуострове критическая. Но даже по оценкам оккупационных властей, максимум такой режим ограничения подачи воды продлится до марта следующего года.
Ну и приятная новость. У нашего телеканала появился Patreon. Это такой ресурс, это такая площадка благотворительная по сбору средств для помощи нашего телеканала. Для того, чтобы помочь нам, надо просто зайти на сайт patreon.com, набрать в поисковике телеканал АТР, там появится наша иконка. После этого сайт предложит несколько уровней членства, их там 6. Надо сказать, что разработчики дизайна подошли креативно. Я не буду рассказывать всех подробностей, как это выглядит, но предлагаю всем желающим зайти и посмотреть, а заодно и подключиться, зарегистрироваться на Патреоне и оказать поддержку нашему телеканалу. Мы просто призываем стать нашим патроном всех наших зрителей, поддержать нас и нашу борьбу за возвращение Крыма. Такие вот новости, Гульсум. Чухсагул Роман, это был наш журналист Роман Спиридонов, прямо из Ньюзрума, самыми последними актуальными новостями из временно оккупированного Крыма, и не только Чухсагул. И действительно, как отметил наш журналист Роман Спиридонов, сегодня из российского заключения освободился гражданский журналист, блогер и медиакоординатор общественного движения «Крымская солидарность» Нариман Ага Мамедиминов. Крымско-татарского блогера, как известно, гражданского журналиста российские силовики задержали в конце марта 2018 года. Минову предъявили обвинения в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. В октябре 2019 года суд приговорил Наримана Мамедиминова к 2,5 годам заключения в колонии поселения. Защита Мамедиминова заявляла о намерении подавать в Европейский суд по правам человека. Сегодня Нариман Ага на свободе, и он с нами сейчас на прямой связи. Давайте его подключим к нашей беседе. Нариман Ага, селям алейкум. Алейкум селям. Мы очень рады вас видеть. Сознапек сагындах. Нариман Ага, как вы себя чувствуете? Как ваше здоровье? Аллаху шукур, все хорошо. То, что было, в принципе, то и осталось. Но есть там какие-то сложности у меня там с поясницей, с коленями, к сожалению. Я не думаю, что это возрастное, потому что, в принципе, Аллаху шукур, еще молодой. Ну, может быть, мало движения, я долго был в СИЗО, связываю с этим. Ну, как бы известно о том, что у меня болит желудок, и все. На этом все. Я не думаю, больше ничего нового у меня не появилось. Вот то, что было, то и осталось. Я так понимаю, что вы сейчас едете в Крым, правильно? Да, вот если видите, я в машине, Да. и меня встретили. Мы, в принципе, нигде не задерживаемся. Стараемся ехать как можно быстрее. Я соскучился по семье, поэтому очень хочу домой. Куда в первую очередь поедете? Домой сразу? Да, конечно. Нариман Ага, вот 2,5 года мы вас ждали, мы по вам очень скучали. Я помню наш с вами последний эфир, мы с вами, вы выходили ко мне в эфир и рассказывали об очередных обысках в домах крымских татар. И вот спустя 2,5 года вы сейчас на свободе, мы с вами снова общаемся. Что планируете делать дальше? Расскажите подробнее. Я так же, как и раньше, являюсь гражданским журналистом. Вот. И насколько у меня будет возможность вести какую-то деятельность, будет видно уже по приезду. А можете нам рассказать об условиях содержания в колонии поселения? Что это было? Как это все происходило? Колония поселения, по большому счету, не отличается ничем от любого другого лагеря, другого режима, то есть общего либо строгого. Единственное отличие — это вот между так называемыми бараками нет каких-то ограждений, то есть можно в свободное время, то есть выйти из своего барака и пойти в другой. Ну, либо выйти на улицу, там, на спортплощадку и так далее. А так, по большому счету, это абсолютно такой же лагерь. И, кстати, я считаю существенным отличием то, что там содержатся те, кто первый раз отбывает наказание, 5-й раз, 7-й раз и так далее. То есть все вместе. Если на других режимах это отдельно бывает, то в колонии поселения содержатся все вместе. Угу. Как
Эмиль Ага Курбединов, ваш адвокат, сообщал, вам отказали в условно-досрочном освобождении. Как вы Да. считаете, да, почему и пытались ли вас склонить к сотрудничеству, тем самым предлагая какое-то досрочное освобождение? Нет, здесь вообще откровенно ну, мало. Со мной вообще старались, то есть добрый день и все. На этом вот максимальное отличие, ну, вернее, не отличие, а максимальное вот общение какое-то длительное было. Это добрый день, там, либо доброе утро, все ли у вас в порядке, и все. Вот, то есть общение было вот таким со мной. Ну, то есть никто не грубил, все соблюдали субординацию, так можно сказать. Ну, я тут в том числе. Вот, и общались, ну, нормально. Ни о каком там сотрудничестве и речи быть не могло, в принципе. Вот, и я, кстати, очень рад, что, ну, и не было никаких даже попыток таких разговоров. Вот. На самого начала, да, моего ареста мне говорили: признавай вину, и не будет никакого СИЗО, пойдешь домой и как бы, ну, может, не будешь сидеть. Не знаю, о чем там мечтали. Вот, то есть Мгм. от меня только требовалось, чтобы я признал некую вину. Естественно, я не, ну, ни в чем не виновен, поэтому, соответственно, и признавать нечего. Считаете ли вы вот этот юридически совершенно никчемный приговор политически мотивированным? Да, естественно. Причем я вам скажу, вы же, наверное, знаете, как и все мировое сообщество, о том, что в Крыму происходят репрессии по национальному и религиозному признаку. Ну, то есть это не мое личное мнение, это мнение мирового сообщества. Поэтому вот в рамках вот этих преследований и, соответственно, мое так называемое вот это вот уголовное дело и все остальные по вот, ну, террористическим там, и экстремистским, да, там, Мгм. статьям, так скажем. Вы, наверное, уже знаете, что недавно нашим с вами соотечественникам, крымским татарам в Ростове-на-Дону вынесли ужасные приговоры от 13 до 19 лет лишения свободы, обвинили всех в терроризме, в участии какой-то там запрещенной на территории России организации Хизбут Тахрир. Что вы можете сказать? Я, да, действительно знаю, пока мы ехали, вот, ну, до Ростова сколько здесь, 2 часа, наверное, мы были в пути. Мгм. Да, мне действительно рассказали, потому что, как вам известно, вот адвокаты со мной, и Эмиль Курбединов, и Дем Семедляев, они, естественно, рассказали. Вот. Я не удивлен. Вот. Сказать опечален? Нет, не опечален. Это, ну, это абсолютно необоснованно, неадекватное, ожидаемое решение. Вот. Окончание которого, я, ну, уверен, вот с помощью Всевышнего не будем мы ожидать там каких-то там сроков. Вот, справедливость в любом случае восторжествует, да, иншаллах. И ребята, вот, я надеюсь, в скорейшем времени все вернутся домой к своим семьям. Нариман Ага, вас ждет сейчас Крым. Вы едете на наш родной с вами полуостров. Мы вас ждали 2,5 года. Что хотите сказать нашему народу сейчас? Я, ну, вы знаете, вот чувство у меня очень такое необычно приятное. Вот я давно, ну, не находился в кругу, ну, близких мне людей. Я не говорю о семье, я представляю, я, наверное, сейчас, ну, попаду вот в семью, я буду прям весь такой вот там. Я заплачу, это нормально, и это нормальное явление. Вот, но тем не менее, в кругу вот близких людей я давно не был. Чувства такие у меня, я же говорю, непривычно приятные народу, Крыму, который все это время меня поддерживал и помогал, и мою семью, вот, и другие семьи, так, политзаключенных. Я хочу сказать, çok sağ olun, Allah sizden razı olsun. Вот, есть у нашего народа такая великолепная поговорка. Я ее всегда говорю, она мне просто действительно очень нравится, она мудрая. Джамат не натылган таш, узака учар. Вот. Здесь же, ну, действительно не говорится о камне, здесь говорится о единстве, поэтому
Вот, лишь пожелание, чтобы продолжали в том же духе проявлять единство, вот, следовать нашей культуре, так, нашей прекрасной религии. Вот, и с помощью Всевышнего будет у нас все хорошо. И еще раз, Джематам, чох сағолыңыз, Аллах сізден разы болсын. Сіз çok sağ olunuz Нариман аға. Үміт етем невбетеке yayınlarımızda көрішерміз. Алла сізге салық берсін. Eğiliklerde көрішкенше. Аллах разы болсын, сау болыңыз. Нариман Мемедиминов, бывший политический заключенный, был с нами на прямой связи. Спустя 2,5 года после этого юридически никчемного приговора в отношении Наримана ага, сейчас он уже вышел на свободу, но мы видим, как на территории Крыма репрессии против коренного народа продолжаются. Вот я упоминала про 7 наших ребят, которых недавно приговорили к ужасным срокам. Что скажете, как с этим быть? Ну что ж, с одной стороны, да, список политических заключенных сократился на одного человека. Если взять официальную информацию омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, то 135 человек в списке. Вот сейчас -1, 134. Но год тому назад этот список насчитывал 115. То есть за год он возрос на 20 лиц. Репрессии продолжаются. И возрастать будет, думаете? И возрастать, думаю, что будет. Более того, как бы, конечно, сегодня нельзя не поздравить Наримана и нельзя не порадоваться за него, за его семью, за то крымско-татарское единство, о котором говорил. Но сегодня имеют место и попытки старые дела как бы пересматривать. И, например, Дмитрий Штыбликов, тоже из списка политических узников Кремля, который отбывал 5-летний срок в Омской колонии по делу так называемых диверсантов. Оказалось, 13 августа он был этапирован из Омской колонии в Москву, находится в СИЗО Лефортово, там открыто какое-то новое дело и идет расследование. То есть мы понимаем прекрасно, что все эти дела сфальсифицированы были в разное время. 4 кейса, как правило. То есть экстремисты, террористы, диверсанты и шпионы. Вот все. И поэтому здесь как бы вот мы видим по тем срокам, которые были недавно в Ростове, ужасные сроки действительно, это так называемые экстремисты, дело Хизбут Тахрир. Здесь в случае с Нариманом имело место какое-то поощрение к терроризму. Ну, это призывы. То, что было, да, призывы, то, что классическое дело Сенцова. Вот. Я сказал уже о деле так называемых диверсантов. Кстати, в Ставропольском крае, в исправительной колонии номер 1, там находится из списка политических узников Кремля, по-моему, 6 человек, включая тоже там Алексея Бессарабова, например, по тому же делу диверсантов. Это все мои бывшие коллеги по журналу «Черноморская безопасность». Поэтому, конечно, остается делать то, что и делали раньше, но надо мобилизовать усилия на то, чтобы усилить санкции против России именно за вот эти деяния, за фальсификацию, фабрикацию дел, которые ничего не имеют общего с реальным положением. И в этом смысле как раз, что называется, слушна нагода, потому что на фоне вот этого дела Навального, на фоне тех инициатив, которые мы сейчас видим в Европейском парламенте, в Европейской комиссии, в Соединенных Штатах по поводу необходимости усиления санкций против России, вот как раз это означает, что нам надо напомнить вот, о крымско-татарских активистах, о всем списке политических узников Кремля. И вот что интересно, Европейский парламент снова же таки, как и предыдущего созыва, так и этого, готов содействовать в этом Украине. И, конечно, у нас как бы получается так, сейчас все ушли на выборы, но как раз во время таких событий, которые сейчас имеют место в Европе, после того, что напакостила Россия, мы имеем уникальный шанс
снова-таки поставить в повестку дня вопрос освобождения всех политических узников. Мы вернемся обязательно к этой теме и к санкциям относительно Навального, в том числе «Северный поток», еще с вами обсудим. Но я все-таки хочу немного вернуться и успеть обсудить сегодняшнюю дату, о которой упоминал наш журналист Роман Спиридонов, потому что сегодня очень важный день. Оккупантов не годують, оккупантов блокують. С таким лозунгом в полдень 20 сентября одновременно на всех 3 пунктах пропуска Херсонской области Чангар, Каланчак и Чаплынка началась бессрочная блокада Крыма. Инициаторами выступили лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, а также вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов. Организаторы блокады выдвинули требования как к украинским, так и к российским властям. А именно, активисты требовали отменить закон о свободной экономической зоне Крым, прекратить торговлю с оккупированной территорией, освободить политических заключенных крымчан и разрешить въезд на территорию полуострова лидерам крымско-татарского народа. К гражданской блокаде Крыма присоединились представители добровольческих батальонов, в том числе бойцы правого сектора, Азова, Айдара, приехали представители Одесской самообороны, а также Киевского автомайдана. Активисты бетонными блоками перекрыли дороги для проезда грузовых автомобилей. К полудню на пропускном пункте Чангар со стороны материка уже не было ни одной фуры. Ну а вот на Чаплынке и Каланчаке скопилось порядка 400 фур. Через некоторое время, а именно через 9 дней, если я не ошибаюсь, активисты гражданской блокады Крыма перекрыли железнодорожную ветку, которая снабжала сырьем Фирташевский Титан. Тем самым это они сделали уже невозможным. И после продуктовой блокады Крыма последовала и энергетическая. Вот благодаря или из-за вот этого коряво написанного закона о свободной экономической зоне Крым на границе с Крымом процветала контрабанда, а украинские товары проделывали длинный путь из Украины через Крым в Краснодарский край. Участники блокады Крыма добились решения на государственном уровне и прекратили торговлю с полуостровом. Как известно, Кабмин определил список и количество товаров, ввоз которых на территорию Крыма уже был запрещен. Также с 2016 года материковая Украина уже не поставляет электроэнергию в оккупированный Крым, но основной победой блокады, как по мне, это можно назвать вот этот огромный урон репутации Российской Федерации, репутации Путина в глазах общественности. А как вы считаете, какая была основная победа гражданской блокады? Я думаю, сам факт ее учреждения и то, что, несмотря на разночтение во власти в то время, тогда же тоже были те, кто предлагал, так сказать, исходить из гуманистических соображений и, мол, где сохранять существующий статус-кво, чтобы гражданам Украины там в Крыму в условиях оккупации было комфортнее, как бы. То есть это был ложный подход, но тем не менее, как бы вот под давлением общества именно вот, гражданская блокада стала возможной, особенно чувствительно для оккупанта как раз именно водная блокада, хотя тут надо дать должное на да, время власти. Да, мы еще поговорим с вами. Она была сразу введена практически по факту как бы оккупации. Энергетическая блокада, несомненно, сыграла свою роль, но, конечно, я бы сказал, позорной страницей является вот сохраняющаяся свободная экономическая зона, которую хотели отменить еще в прошлом и сейчас вроде бы. Почему не отменяют? Я так думаю, что есть просто схваченные интересы с обоих сторон линии административного разграничения. Вот. То есть коррупционные потоки делают свое дело. А у нынешней власти в Украине подход такой, чтобы не дразнить лишний раз Россию в контексте переговорного процесса по Донбассу. Хотя, как на мой взгляд, почему бы не подергать за усы тигра? И вот нет, не в том смысле, чтобы подергать за усы тигра, а вот как раз, когда сейчас со стороны России, со стороны так называемых ДНР, ЛНР выдвигаются условия, что, например, не будет никакого обмена пленными и заложниками на оккупированных территориях Донбасса, как того хочет украинская сторона. Мол, пока не будут внесены изменения в
постановление Верховной Рады о Да, мы проведении поговорим местных на эту выборов. тему. Так вот, как раз в контексте того, что у нас список 134 политических заключенных, должно быть встречное требование, что вообще не будет никаких переговоров, пока не будут освобождены все. Вернемся И вот к этот трехсторонним. момент важный и с точки зрения того, что происходит в Крыму и вокруг Крыма, и на оккупированной территории. Потому что оккупированные территории ошибкой предыдущей власти этой как бы разделили на два кейса. Отдельно Донбасс, отдельно Крым. Это приводит к тому, что нас пытаются как бы разыграть по одному направлению и по другому направлению отдельно, манипулируя. Ну вот про ТКГ мы с вами еще обязательно поговорим. Я просто хочу сейчас присоединить к нашему эфиру Ленура Леуманова. Это глава Херсонского регионального меджлиса. Он с нами на прямой связи. Ленура, ассаляму алейкум. Алейкум салям. Ленура, я помню, 18 сентября я приехала в Херсонскую область, и как раз за несколько дней до начала гражданской блокады Крыма были выборы главы Херсонского регионального меджлиса, где вы выиграли, и вас выбрали главой Херсонского регионального меджлиса. И вот я что хочу вас спросить, как вам, собственно, запомнился этот день с 20 сентября, 21 сентября? Ну, буквально сразу же вечером, когда закончились выборы, у нас состоялась встреча с нашими лидерами. Мы определили все задачи, которые нужно было решать по подготовке к началу тех самых мероприятий по гражданской блокаде. И сразу же буквально выехали на место и принимали транспорт, разгружали, готовили палатки и все остальное. Потому что все так быстро не начинается. Всему нужен организационный момент, нужны люди. Пришлось трудиться и до часа, до 2 ночи. Тем не менее, мы с задачей справились, я считаю. Ленура, какие можно подвести итоги и почему блокада, по-вашему, стала едва ли не самой большой победой с момента начала агрессии Российской Федерации со стороны Украины? Ну, потому что, когда дело имеешь с теми, кто посягнул на честь, достоинство своего народа, на территориальную целостность Украины, нужно проявлять мужество, силу и показывать характер. Не нужно прятаться в кустах и там бояться шевелить тигра. Я его тигром не назвал. Скорее, это крыса, которую нужно оставить голодной, без питания. И чтобы эта крыса поняла, что так поступать нельзя в цивилизованном мире. Я думаю, мы так и поступили в тот момент. Врага нельзя кормить. Ленура, что Он вам хочет больше... отобрать у нас все. Что вам больше всего запомнилось в период активной фазы гражданской блокады? Запомнилась активность гражданского населения, вот эта массовость, этот такой душевный, духовный подъем, вера людей в то, что они совершают очень правильное действие в отношении оккупантов. Вот такая поддержка очень мощная, сильная. Когда нас окружали люди, старики, женщины, приезжали дети, и все вставали плечом к плечу с нами и старались нам помочь в этом вопросе. Вот это больше всего запомнилось. Поддержка местного населения, поддержка крымских татар, поддержка крымских татар, проживающих в Крыму, которые высказывали свое мнение по этому поводу и давали нам вот такие силы, скажем, дух нам продолжать наши действия. Чохсагл у нас, это был Ленур Леуманов, глава Херсонского регионального меджлиса, с нами на прямой связи. Ну а наши корреспонденты готовят подробный сюжет о том, как проходила гражданская блокада Крыма. Я очень надеюсь, что в следующих наших эфирах мы покажем этот сюжет вам. Как вы считаете, насколько блокада Крыма нанесла экономический ущерб Российской Федерации, насколько Крым стал тяжелым для Путина? Конечно. В экономическом плане? Разумеется. В этом смысле как раз это совершенно правильный, адекватный путь увеличения цены оккупации для оккупанта и агрессора. И поэтому как бы эта блокада должна была бы быть вообще тотальной. Но мы видим, что так или иначе в какой-то части она нарушается там со стороны моря. Постоянно приходят какие-то суда с теми или иными грузами в таком полулегальном режиме, отключая
автоматическую идентификацию судна. Но, тем не менее, как бы усилия украинской стороны и в части, например, гражданского общества увенчались успехом. Потому что то, что было там в 2014-2015 году, и то, что сейчас, это несравнимые вещи. Институт черноморских стратегических исследований Андрея Клименко ведет постоянный мониторинг, вот, и, так сказать, списки нарушителей постоянно публикуются, и к ним употребляются меры. Хотя, конечно, не в том объеме, в котором бы хотелось, вот, но тем не менее. Разумеется, что и водная блокада, и энергетическая, и ограничение транспортного сообщения – это все элементы того, что мы называем тотальной блокадой, но как бы нужно еще усиление этих мер с тем, чтобы агрессор почувствовал не просто некомфортность, как это он сейчас испытывает, а необходимость убраться с оккупированных территорий. А что это за меры должны быть? Что это за меры? Что Ну, есть у например, Украины? одна из них. Необходимо, чтобы Украина объявила территориальное море, свое территориальное море вокруг Крымского полуострова закрытой зоной. Это будет в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. 12-мильная зона вокруг, вдоль побережья всего, и в том числе вдоль побережья Крыма, это территориальное море. Вот, и мы, как страна де-юре, имеющая суверенитет над территориальным морем, в условиях его оккупации третьей стороной можем объявить о том, что это море закрыто для судоходства, для пересечения его морским и воздушным путем, поскольку украинская сторона не может нести ответственность, тем паче в условиях агрессивного поведения страны-оккупанта, видим постоянно проводимые там учения, и это бы дополнило существующий режим блокады, установленной с нашей стороны. А что с Азовским морем? С Азовским Там морем же более сложная милитаризация, ситуация, да. поскольку есть договор 2003 года. О совместном использовании. Да, о совместном использовании, так называемым. Его есть морская экспертная платформа. Мы изучали этот договор, мы считаем его юридически никчемным. Но, тем не менее, он подписан и действует, и украинская сторона официально должна была бы предпринять меры по его денонсации с одновременным введением в действие в акватории Азовского моря Конвенции ООН по морскому праву. Для этого нужна хорошая координация усилий с нашими американскими и европейскими партнерами, поскольку это сразу будет наражаться на невосприятие с российской стороны. И поэтому как бы необходимо формировать мощную юридическую позицию и поддержку на международном уровне. Потому что то, что предприняла российская сторона и в прошлом, и сейчас, попытки ограничения свободы мореплавания, свободы судоходства, это в корне противоречит Конвенции ООН по морскому праву. В 2003 году были тогда у власти во время президентства Леонида Кучмы были иные соображения по поводу Азовского моря, которые они восприняли не по своей воле, а под давлением российской стороны и в условиях практически такой мягкой блокады тогдашнего руководства Украины со стороны Запада. Мы помним дело Гангадзе, Кольчуга-гейт. И поэтому Россия как бы протянула руку дружбы, в кавычках, предложив такой дискриминационный договор и по Керченскому проливу, и по Азовскому морю. Поэтому сейчас есть возможность юридически эту ситуацию отыграть. Но опять-таки повторяю, что нужна четкая координация усилий с нашими партнерами. И мы видим сейчас по тем учениям «Объединенные усилия 2020», что такая координация и взаимодействие сейчас усилились. И поэтому улучшилось взаимопонимание. Более того, на фоне того, что творит Россия, и не только в отношении Украины, и не только в отношении оккупированного Крыма, а в целом в Европе, снова в Сирии, в Венесуэле, как бы это благоприятные условия для того, чтобы мы снова поднимали вопрос
и по Крыму, и по Черному морю, и по Азовскому морю. Сейчас, как вы видите, оккупанты активно педалируют вопрос гуманитарной катастрофы в Крыму, потому что сейчас действительно очень сложная ситуация сложилась с наполняемостью там водохранилищ. Сегодня, как стало известно, в 29 населенных пунктах эти населенные пункты перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи. Об этом на совещании сегодня сообщил оккупационный глава подконтрольного России предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов. Вот что он сказал. Туз қоқысы, Певну кількість машин з ємностями перетягнути до Сімферопольської філії, щоб ними підстрахувати райони, в які не зможуть дотягнутися мої колеги. Как вы считаете, может ли ситуация с водой сегодня вынудить Российскую Федерацию пойти на какие-либо переговоры по деоккупации полуострова? Нет. Как они будут действовать? Как они будут спасать Крым? Не будут ли? они спасать Крым. Судьба человека или населения Крымского полуострова Кремлю абсолютно безразлична на самом деле. Безусловно. Поэтому надеяться на то, что вследствие каких-то трудностей с водой Кремль снизойдет к каким-то уступкам, не приходится. Мы, наоборот, видим другой подход, эскалационный. И с точки зрения, там, скажем, политической эскалации этого вопроса, и дипломатической, то, что они пытаются вытащить это не в первый раз, но в очередной раз на уровень Организации Объединенных Наций. Кстати, Да. это было безуспешно, и, думаю, точно так же будет и сейчас безуспешно. Но вот недавно... И военная эскалация. Они последовательно это делают с начала года, проводя разного рода учения, а сейчас как раз проходит пик Кавказ-2020. Сегодня начались учения 2020. Ну, пиковая часть. Это как бы они пытаются создать вот такое многофронтальное давление на то, чтобы в Украине было принято решение, исходя из неких гуманитарных соображений, по их разумению, открыть воду в Крым. Думаю, этого не будет. То есть они таким образом, апеллируя даже к ООН, а вот недавно член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод опубликовал на сайте организации ООН заявление с призывом к ООН предотвратить гуманитарную катастрофу в Крыму. Вот насколько вот эти их аргументации, что Украина во всем виновата и Украина должна открыть доступ к Северокрымскому каналу, они состоятельны вообще? Несостоятельны, это манипуляция. Ответ должен быть простой. Россия убирается из Крыма, подача воды возобновляется. Все. Вот как бы статус-кво возобновляется тот, который был, по сути, с советских времен. Ведь о водных проблемах Крыма было известно давно. И, собственно говоря, инициатива и передача 1954 года Крымской области в состав Украины, она во многом исходила из того, что Российская Федерация была неспособной не то что развивать, а как бы восстановить полуостров после Второй мировой войны. Поэтому было принято это решение. Оно имело не только водную составляющую, которая потом вылилась в идею создания Северокрымского канала для подачи воды в Крым, но и в целом. Если мы посмотрим на географию, Крым соединен с материком именно в направлении юг-север. Там, где Керченский полуостров, там нет соединения с материком, там пролив. То есть география предрасполагает к тому, что Крым – это часть Украины. Вот и все. Давайте подключим к нашей беседе сейчас Сергея Пархоменко, директора Центра внешнеполитических исследований. Он с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте. Да, добрый день. Вот мы сейчас обсуждаем водную блокаду полуострова. Насколько состоятельны заявления оккупантов о том, что должно вмешаться в ситуацию международное сообщество, в особенности Организация ООН, к которому апеллируют сегодня оккупанты и требуют, просят, чтобы ООН как-то повлияла на то, чтобы Украина открыла доступ к Северокрымскому каналу? Дивіться указ. Згадайте заяви Шмигаля та інших представників влади, що Україна готова бути
подати воду в Крим в разі настання гуманітарної катастрофи. Просто згадайте, було недавно. Це звернення російських чиновників до міжнародних структур, до комісара з прав людини, до ООН. Це є меседж для Єрмака і Зеленського до того, що в них настала гуманітарна катастрофа, і давайте виконуйте свою обіцянку, подавайте воду в Крим. Це дуже небезпечний меседж. Інше питання, чи ризикне влада зараз, чи вона все-таки зупиниться, боячись акцій протесту громадянського суспільства. На даний момент ми можемо говорити про ситуацію з подачою води 50 на 50. Влада України, яка не є українською по суті, є колаборантами і капітулянтами, готова подати воду. Не готове громадянське суспільство. І капітулянське рішення влади, зокрема, і постійна риторика щодо Криму, подачі води і подібних зовсім державницьких речей, оця вся риторика відображається в різкому падінні рейтингу і президента, і його партії, і уряду, і Верховної Ради. Тому я кажу не про пропагандистську акцію в Росії, це не тільки пропаганда. Хоча це, звичайно, так само елемент. Це меседж для Єрмака, для офіційного Києва, для Зеленського, що у нас це гуманітарна катастрофа, подавайте воду. В Росії є задача мінімум відновлення води до Криму. Ця задача мінімум не реалізовувалася тільки через тиск громадянського суспільства. Зараз вони будуть пришвидшувати капітуляцію в турборежимі, збільшувати тиск на українську владу, на банки. Тому я би не став би легковажним ризиками. Це небезпечний меседж, який загрожує країні серьезным экспертом. И пан Михайлов разбились. Сергей, а вот тут уточняющий вопрос. А в чем именно вы прослеживаете вот эту капитулянтскую позицию, о которой вы говорите? Потому что Данилов, глава СНБО, там спецпредставитель по санкционной политике Макеев, Министерство иностранных дел Украины и ряд других государственных структур неоднократно заявляло о том, что воду в Крым подавать они не собираются, по крайней мере, до деоккупации полуострова. Ну а заявления Шмыгаля, Хами и Камельчука, они же после этого извинялись и опровергали. Друзі, давайте не будемо вважати, що у владі вони всі такі державники, такі чесні, що вони просто пішли неправильним шляхом і зробили якусь дурну заяву. Ні, друзі, це все було сплановано інформаційна диверсія з перераховування подальших кроків громадянського суспільства. Люди збурились і Шмигалю довелося вибачитись. Особисто я скажу так, при цій повазі до пана Данілова та інших чиновників, до міністра реінтеграції по території, до представника президента в Криму, ці люди не є тими політиками, які реально на щось впливають. Наприклад, на жаль, у нас все захопив Єрмак, який фактично керує вже і президентом Зеленським, і прем'єр-міністром Шмигалем. Тому давайте все-таки враховувати, що, на жаль, не позиція пана Данілова буде ключовою в цьому питанні, або позиція Єрмака. А Єрмак, це, очевидно, повністю грає на російський порядок денний. І Зеленський слухається не Данілова, і не Пристайка, і не Кулебу, і не Корінєвича. Він слухає Єрмака. Задача Москви і РПК очевидна. І навіть послухайте останні скандали, останні 13 років зустрічі в Москві і все інше. Все це не просто так з'явилося в інформпросторі. Це свідчить про те, що реальний план капітуляції здачі України Москві існує і що він буде реалізовуватися через Єрмака. Одна з задач, який стоїть перед Єрмаком, подати воду. Скажите, а в случае, если будет принято такое, вот теоретически, если предположить, будет принято такое решение со стороны украинской власти подать воду через Северокрымский канал в оккупированный Крым, как будет реагировать гражданское общество, как будете реагировать вы? Ну, от дивіться, сьогодні спочатку Кавказ-2020 була акція патріотичних сил проти діяльності проросійських медіа в Україні. І перед цим були акції під Офісом президента і під резиденцією президента в Почезаспі. Достатньо суспільство наелектризоване і воно налаштоване дуже рішуче. Тому, якщо буде прийнято рішення про воду в Крим, то київської влади буде дуже. Оце все, що його.
Дуже дякую вам. Сергей Пархоменко был с нами на прямом зв'язку. Действительно, очень много неофициальных телеграм-каналов пишут о том, что вокруг Зеленского есть ряд экспертов, которые считают, что воду в Крым нужно подавать и подавать под соусом гуманитарной катастрофы. Это реально, как вы думаете? Нет, это нереально, потому что, во-первых, никакой гуманитарной катастрофы нету. Это первое. Признаков ее нету. То, что разгоняется через информпространство, в том числе и вот сегодняшние сюжеты, там, что где, мол, воды мало течет и так далее, что она будет почасово подаваться. Ну, я бы сказал, в этом ничего необычного нет. Недавно мы видели, как из кранов у жителей Крыма фекалии текли. Да, но это не означает, что тотально в Крыму нет воды. Другое дело, какого она качества, так это уже вопросы технического характера. Пусть делают соответствующие очистительные устройства, но денег, как говорится, нет, они держатся. Кроме всего прочего, нет никаких протестов против нынешней оккупационной власти. А это как раз и есть признаком того, что никакой гуманитарной катастрофы на самом деле нет. Но в информпространстве, в том числе через телеграм-каналы, поднимается определенная волна. Почему она поднимается, мы обсуждали. Потому что это механизм создания, с одной стороны, прессинга на руководство Украины, а с другой стороны, как бы дополнительная аргументация для вот тех немногих экспертов, так называемых, из окружения нынешнего президента, так называемого, вот, которые пытаются каким-то образом легализовать крайне непопулярное решение, которое приведет не просто к падению рейтинга Зеленского, а просто приведет, в общем-то, к возникновению мощной протестной волны. И снова-таки тогда там, на юге, и мы помним это, как было весной, когда и фермеры местные говорили, что если вдруг будет принято решение о подаче воды в Крым, то исходя из засушливой весны и неблагоприятного прогноза на лето, мы будем сами перекрывать канал, потому что из Каховского водохранилища вода идет не только в Северокрымский канал, а также в систему орошения юга Украины. Насколько мне известно... Поэтому это будет, так сказать, повод для очень массовых выступлений на юге и акций гражданского протеста, с тем, чтобы сохранить статус-кво. Потом, это же не просто так, как кому-то кажется, что какой-то краник там на главном шлюзе в Новой Каховке открыл, и вода потекла себе. Безусловно, Нет. там же инфраструктура Северокрымского канала уже нарушена. Разумеется, и там необходимо проведение целого комплекса работы, достаточно дорогостоящих. Да, была информация, что с той стороны линии административного разграничения какие-то работы проводились. Но факт есть факт. Если больше 6 лет вода не циркулировала по этой артерии, то так просто она вновь не пойдет. В этом контексте, конечно, идет сейчас мощные такие информационные сражения. Я думаю, что здесь важно не ловиться на вот эту удочку разных и наживку разных приманок. Сегодня посольство США в Украине по случаю Международного дня мира обратилось к России с призывом прекратить оккупацию Крыма, уйти из Донбасса и прекратить агрессию против Украины. Давайте послушаем цитату. У Міжнародний день миру ми закликаємо Росію зробити вибір на користь миру. Українці, як і люди в усьому світі, хочуть прожити своє життя у світі, де повністю визнають їхні права. Але доки Росія не припинить конфлікт, який вона спровокувала і підтримує на Донбасі, і повністю не вийде з Донбасу та Криму, українці не можуть жити в мирі, на який заслуговують. Росія повинна також звільнити всіх українців, яких вона незаконно утримує, за їхню мирну незгоду. США залишаються повністю відданими дипломатичним прагненням для припинення створеного Росією конфлікту на сході України і окупації Криму. Ми разом з українським народом підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. То, что поддерживают, постоянно вспоминают, говорят, не забывают, уже хорошо, правда? Ну, а конечно. что толку? Ну, смотрите, давайте вспомним 4 июля 2018 года. Госсекретарь США Майк Помпео как раз сообщил о том, что принята Крымская декларация о непризнании Соединенными Штатами
оккупации Крыма России и его российского статуса. Это фундаментальный документ, вот, который как бы является основой американской политики, при всем том, что в Соединенных Штатах время от времени звучат голоса на предмет того, чтобы пересмотреть отношение к России. И вот как раз в начале августа был такой очередной всплеск активности. Издание «Политика» американское публиковало письмо 103 дипломатов, официальных лиц, бывших, как правило, там, экспертов некоторых, которые призвали как бы к новой перезагрузке отношений с Россией. Мол, надо воспринимать Россию такой, какая она есть. Ну, мы периодически слышим такие заявления. Да, ну вот как бы была очередная попытка это сделать. Сразу был получен отпор со стороны экспертного сообщества в Соединенных Штатах, со стороны европейских экспертов. И как раз главный аргумент был в том, что Россия ничего не продемонстрировала за эти более чем 6 лет какой-либо готовности к компромиссу хотя бы или освободить оккупированные территории. Более того, как раз целая цепочка событий, которые происходили после этого, говорят о том, что она продолжает и наращивает усилия, приводящие к дестабилизации ситуации не только в Украине, не только в Сирии, не только в Венесуэле там, или в Центральной Африке, но и даже в дружественных России странах, таких как даже Беларусь, подрывной деятельности на территории Германии, Британии, Франции и так далее. Поэтому почему сейчас важно эту линию, скажем так, американскую линию четкой поддержки Украины и линию поддержки со стороны Европейского Союза продолжать? Потому что Россия как раз показала последними событиями, которые имели место быть, я имею в виду тоже отравление Навального, что она не собирается менять свой подход. Соответственно, с нашей точки зрения, нам необходимо это использовать для того, чтобы убеждать и Соединенные Штаты, и Европу усиливать санкции, а не говорить о пересмотре отношений с Россией. Но, в принципе, на фоне произошедшего... А долго ли придется убеждать? Уже 6 лет идет агрессия, и за эти 6 лет Россия много чего натворила. Ну, видите, создается определенная критическая масса, скажем так, недовольства Россией или невосприятия России. Вот смотрите, Путин никуда сейчас с визитами не ездит, и к нему не приезжает. То есть, де-факто, он стал нерукопожимаемым. В международной прессе часто шутят, что никто не хочет поехать попить чайку с Путиным. В этом есть только доля шутки. Потому что, в принципе, режим почувствовал международную изоляцию. И поэтому, если при этих обстоятельствах сделать ему некое послабление, вот как давайте там, перезагрузим отношения, то это будет означать поощрение его к дальнейшей агрессии. А если, наоборот, сделать ужесточение подхода, причем сделать его чувствительным, а не таким некомфортным, но тем, который не останавливает. То есть я имею в виду режим санкций, который действует сегодня. Почему так в России заволновались по поводу американских санкций в отношении Северного потока-2 или, к примеру, в отношении недавнего открытого письма 115 дипломатов, военных, экспертов, которые обратились, эта инициатива была американо-европейская, я, кстати, тоже участник этой инициативы, которые обратились к Европейскому Союзу, Соединенным Штатам, Канаде, Норвегии, Украине, Молдове, Грузии с тем, чтобы употребить более жесткие санкции и, в частности, уменьшить закупки российской нефти. Потому что экспорт российской нефти, российского газа, он приносит те деньги, за которые потом Россия ведет подрывную деятельность против того же Запада, финансирует войну против Украины и так далее. Поэтому... Ну, а коротко, вы ждете какого-то положительного фидбэка? Да, такие осторожные ожидания у меня есть. Потому что сейчас как бы речь уже идет не просто об очередной фразеологии. Даже те, кто раньше был адвокатом России, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, включая ее потенциальных преемников, заговорили о необходимости более жестких санкций, включая Северный поток-2.
Дмитрий Снігирьов с нами сейчас на прямой связи, военный эксперт, співголова громадської ініціативи «Права справа». Вітаю вас! Добрий день. Сегодня в рамках стартовавших в России стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» приведены в боевую готовность истребители в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Скажите, это имеет для нас какое-то значение и какое? Ну, ви знаєте, по великому рахунку навчання на території, наближеної до власне нашої держави кордону, а мається на увазі територія Національного Криму, є невід'ємною частиною України, але наразі йдеться про те, що навчання проходять поблизу власне Херсонської області. В будь-якому разі є, скажімо так, елементом зовнішньої загрози з країни-окупанта. Справа в тим, що проведено не тільки винищувачі, власне, Російською Федерацією перекинута до 20 одиниць оперативно-тактичної авіації, на аеродроми, відповідно, Ставрополя, Кубані і... Алло, так, вы да, чуете вот меня? сейчас появился звук, извините, мы вас не слышали, вот только сейчас я вас слышу. Что... Алло, слышите? Крім екіпажів винищувач, прошу. Алло? Так, Да, я видимо, чую. у нас задержки да, у нас, видимо, задержки по звуку. Да, Дмитрий, чем грозит ли это чем-то материковой части Украины? Как вы думаете, что этим кому хочет показать Путин, вот, приводя в боевую готовность истребителей в оккупированном Крыму? В будь-якому разі військові навчання – це є елементом загрози для територіальної цілісності України. Тим більше, що проходять ці навчання на території анексованого Криму. По великому рахунку це демонстрація сили, це так звана гра м'язів. Це намагання Російської Федерації показати можливість розвитку сценарію, а саме ескалація військової напруги не тільки на території окупованих Луганських, Донецьких областей, але й безпосередньо з території анексованого Криму. Це, власне, той сценарій, про який ще в липні місяці нас попереджали американські партнери. Наскільки реальна буде військова загроза, судити дуже важко, але в навчання буде задіяно приблизно до 80 тисяч особового складу. На різних етапах навчання буде задіяно від 80 одиниць власне винищувальної авіації і гелікоптерів. Тобто це масштабні навчання. По великому рахунку ці навчання співпадають по часу з позицією Москви, а власне паузою в мінських перемовинах. Тобто Москва таким чином демонструє елемент політичного і військового тиску на керівництво України з метою змусити власне до реалізації російського сценарію щодо врегулювання ситуації на Сході. Я не виключаю того факту, що проведення навчань прив'язано і до питання можливого відновлення водопостачання на території анексованого Криму. Примітно те, що театром військових навчань є, власне, не тільки територія анексованого Криму, але й відповідно акваторії Чорного і Азовських морів. І тут варто згадати, що згідно, власне, з договіром 2003 року акваторія Азовського моря є внутрішнім морем двох держав – Російської Федерації і України. Фактично, користуючись цим моментом, Російська Федерація нарощує свою військово-морську і, власне, військову потугу безпосередньо не тільки на території анексованого Криму, але й відповідно розглядає можливість російської анексії як на території в водах, власне, вибачте, в водах Азовського моря, так і Чорних морів. Будуть відпрацьовані елементи блокування українських портів, мається на увазі Маріуполь і Бердянськ, і відповідно портів по акваторії Чорних морів. Це ці сценарії дуже небезпечні, бо, власне, Російська Федерація буде відпрацьовувати елемент так званої економічної блокади Чорноморського і Азовського узбережжя України. Дякую. Дмитрій Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую вам. Я хочу перейти на следующую тему.
обсудить другую оккупированную территорию, это Донбасс. Председатель украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук считает, что Россия и представители формирования ОРДЛО будут блокировать всю работу трехсторонней контактной группы, если украинский парламент не изменит постановление о местных выборах. Давайте послушаем, что он сказал. Сьогодні вже очевидно. На всіх зустрічах тристоронньої контактної групи всі питання, які обговорюються, впираються в одне. Росія і ОРДЛО заявляють офіційно, що поки не буде змінена постанова Верховної Ради, то всі питання будуть заблоковані. Ну а вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и первый заместитель главы делегации ФТГК по Донбассу Алексей Резников предложил Верховной Раде принять некое альтернативное решение относительно местных выборов, которое позволит разблокировать переговорный процесс. Вот что он сказал, выступая с трибуны Верховной Рады. Але якщо парламент України зможе проявити колективну мудрість і ухвалити якісь інші рішення, які підкреслять сприйняття Україною Мінського процесу як наразі безальтернативного майданчика переговорів, який підтвердить повноваження української делегації і продемонструють довіру до неї. Таке рішення дасть важливий сигнал нашим західним партнерам та міжнародним посередникам з ОБСЄ. Воно б розширило поле маневру для нашої роботи в трьохсторонній контактній групі. Тим більше, що згадана постанова де-факто зникне як чинник після 25 жовтня. Вот когда Резников говорит о принятии некого мудрого решения и ждет от парламента, чего он ждет? Изменений в это постановление? Да, и он откровенно манипулирует, как и Кравчук, кстати говоря. А чем это то, что называется антигосударственная деятельность. Угу. Потому что это противоречит основам всего, что мы видим. Даже Минским соглашениям, срок действия которых истек 31 декабря 2015 года. И в этом смысле, вместо того, чтобы занять четкую позицию неприятия подобного подхода с российской стороны, мы понимаем, почему российская сторона делает подобные предложения. И там-то, кстати, все понятно, почему российская сторона это все делает. Но мне непонятно, почему как раз вот эти представители с украинской стороны, которые обязаны там защищать интересы Украины, так легко ловятся на вот эту приманку. Что, мол, если пересмотреть постановление, что в принципе невозможно. Потому что Минские соглашения не утверждались парламентом Украины. С юридической точки зрения их нету. Потому что парламент их не ратифицировал. И поэтому он не может исходить из того, что вот где, мол, руководствуясь Минскими соглашениями, мы вносим изменения в наше постановление. Тем паче, что выборы уже идут. Да, то есть уже, в принципе, изменить невозможно. Невозможно. Что, поэтому может, позиция здесь должна была быть очень четкой. И она должна состоять из одного слова «нет», которое они должны были там сказать Кравчук, Фокин, Резников, а не идти в парламент Украины с длинными речами и совершенно, так сказать, фальшиво понимая, что это будет противоречить всем юридическим канонам, рассказывать о некоем мудром решении, которое должны найти парламентарий. А давайте народного депутата сейчас подключим. Народний депутат, фракція «Європейська солідарність» Микола Княжицький з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас. Витаю, добрый день. Ну что ж, вот мы сейчас обсуждаем заявление председателя украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука, который сказал, что российская сторона будет блокировать Минские соглашения, пока не будут введены изменения в это постановление. Только в пятницу Резников просил вас, то есть народных депутатов, принять некое мудрое решение. Вот что вы поняли с этого? Чего от вас сегодня ждет Резников Леонид Кравчук? Я не знаю, чого нас чекає Леонід Кравчук. Для мене очевидно, що Росія просто заганяє Зеленського в глухий кут, оскільки Зеленський обіцяв миру, і вони нібито подарували це припинення вогню, яке, звичайно, є добре, що ніхто не стріляє, але для Росії це організувати припинення вогню, воно нічого не вартувало, а робилося це для того, щоб потім шантажувати цим Зеленського, оскільки якщо знову почнеться ще гарячіший конфлікт, ніж він був раніше, хоча він не продовжується, бо люди гинуть
гинуть все одно щодня. Якщо це почнеться, то Росія казатиме, що Зеленський такий самий прихильник війни, як і попередня влада. Тому Зеленський готовий йти на будь-які уступки, а Росія навмисно висуває умови, які не можна виконати. Бо не можна проводити вибори на окупованих територіях, де не працюють ні українські партії, ні українські засоби масової інформації, де кордон під контролем Російської Федерації. Це просто неможливо. Не можна змінювати постанову про вибори, коли йде виборча кампанія. Це теж неможливо. Тому вони самі себе в цей кут загнали і продовжують заганяти. І мені здається, що все одно, як кажуть, знаєте, перед смертю не надихаєшся. Конфлікт з Росією полягає в бажанні Путіна позбавити Україну незалежності. І Зеленський, який казав, що він хоче побачити в очах Путіна щось щире і добре, очевидно, обманювався сам і обманював українців, тому що нічого щирого і доброго там немає. Тому для мене це просто процес, фінал яких є закономірним. Но мы же понимаем, что уже избирательный процесс пошел, и даже если внести некие изменения, то все равно выборы на Донбассе не состоятся. У меня возникает вопрос, тогда зачем это все, к чему? Тільки для того, щоб сказати Зеленському, що він не дотримується слова, бо він обіцяв це зробити, щоб знову почати дії з дестабілізації ситуації в Україні і на шкоду Зеленському, і на шкоду України. А Зеленський хапається як за соломинку за якісь можливості, за Кравчуків, Фокіних. Мені шкода Олексія Резнікова, якого я знаю багато років, який, в принципі, досвідчений, надзвичайно досвідчений юрист і управлінець, але він опинився в ситуації, де від нього точно нічого не залежить. Це залежить від однієї людини. Тому, звичайно, говорити про будь-які зміни до цієї постанови – це повний абсурд, це не буде виконано, а крайнім буде, знову ж таки, Володимир Зеленський або Україна загалом. А вы видели проект постановления от народного депутата Александра Качуры, измененный? Він давно його реєстрував. Олександр Качура, як людина, яка колись займала, скажімо так, промедведчуківські позиції, зараз продовжує займати такі самі позиції в Раді, реєструє різноманітні демагогічні постанови, за які, очевидно, ніколи в житті не буде голосів. Тому обговорювати цю постанову я навіть сенсу не бачу. Да, я просто к чему спросила, вот если брать основное постановление Верховной Рады, там четко все говорится, кто агрессор, кто финансирует, поддерживает и так далее боевиков на Донбассе, а как раз-таки в проекте постановления Александра Качуры нет ни единого слова про Российскую Федерацию. Ну, ви бачите, «Слуги народу» – це ж така фракція, або, вірніше, тимчасове утворення чи угрупування, яке складається з абсолютно різних людей. Там є такі діячі проросійські, як Качура чи Бужанський, а є там патріоти, які за ці постанови Качури і Бужанського в житті голосувати не будуть. Все це лише приведе до подальшого розпаду цієї найбільшої фракції, монобільшості, можливо, і до дострокових виборів. Тому що до дострокових виборів буде проходити не конфлікт між нами, українськими патріотами, які працюють в українському парламенті, тому що ми і так в опозиції, а між тими, хто обстоює проукраїнські позиції в партії «Слуга народу», і тими, хто обстоює проросійські позиції, голосує разом за ОПЗЖ. Как вы думаете, если Российская Федерация постоянно выдвигает вот такие ультиматумы, заведомо невыполнимые, стоит ли нам оставаться в этом переговорном Минском процессе, если он находится вот в такой стагнации? Дивіться, Мінський процес виник лише через те, що тоді, коли була гаряча стадія війни, а Україна була до цієї війни не готова, нам потрібно було, по-перше, зупинити агресора, самі ми це робити були не в стані, і нам потрібні були санкції. Ці санкції нам потрібні і зараз. На жаль, те, що сталося після зміни влади, після того, як Петро Порошенко вже не перестав бути президентом було обрано Володимира Зеленського, ми значною мірою втратили цю міжнародну підтримку. Безумовно, нам потрібно відродити цю міжнародну підтримку. Для того, щоб відродити цю міжнародну підтримку, очевидно, нам потрібен Мінськ, тому що Мінськ є запорукою продовження тих санкцій, які існують. Але нам потрібен Мінськ в тому первісному варіанті і потім в тих протоколах, які були, які українська сторона завжди розуміла так, що ми не будемо проводити жодних виборів на окупованих територіях, доки кордон не під нашим контролем, там не діють українські партії, там не діє український закон. Але Мінськ в варіанті Зеленського – це зовсім інший Мінськ. Це формула Штайнмаєра, підписана свого часу вже новою українською владою. Вимога цю формулу Штайнмаєра, і Кравчук про це говорив, узаконити в новому законі і в парламенті. Очевидно, такий Мінськ нам точно не потрібен. Тому якщо ми говоримо про Мінськ як про стримування агресора і об'єднання західних партнерів, так. Якщо ми говоримо про Мінськ як про зраду національних інтересів, то, очевидно, це вже не Мінськ, а це нові угоди, заключені владою Володимира Зеленського, і їх виконати неможливо, і злочинно їх виконувати. Дуже дякую вам. Микола Княжицький, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Дякую вам. Скажите, вот не складывается ли у вас
ощущение, что наша нынешняя власть хочет вопрос агрессии Российской Федерации сделать более обтекаемым и как-то меньше на нем акцентировать внимание. Ну, это было очевидно еще с избирательной кампанией президентской и потом парламентской, когда «Слуга народа», это партийное образование, шло на выборы. То есть мы видели риторику, которой очень редко встречалось словосочетание «агрессия России», вот, а звучало больше некая, ставшая за мемом, «та сторона». Поэтому, да, за этим стоит, в принципе, сценарий трансформации восприятия в украинском обществе агрессии России в некую войну в Украине. То, что и надо кремлевской пропаганде. Где, мол, за эти годы вот как бы стерлась память о происходивших событиях, и не все так однозначно, мы слышим это периодически от разного рода лиц из окружения Зеленского. Но как бы там ни было, есть объективные реалии, вот, и как бы попытка их переписать вот недавнюю историю, она не будет иметь успеха, она будет самоубийственна для этой власти. Очевидно, что да, она находится в своеобразном тупике, потому что, будучи крайне непрофессиональной, без отсутствия соответствующего опыта, она стала жертвой разного рода манипуляций со стороны России. Ну, мы помним эти все тезисы, которые звучали там. Надо просто прекратить стрелять, и наступит мир. Угу. Он не наступил. А даже сейчас, когда мы видим некую паузу, то это лишний раз подчеркивает, что, так сказать, главная кнопка войны или мира находится в Москве. Собственно, там, где она и была. Вот. Выгодно было России, и пока что выгодно, чтобы ее прокси-марионетки прекратили или минимизировали стрельбу. Она им дала приказ. Хотя постоянно говорит, что, мол, нас там нет. Вот. Это сейчас как бы вписывается вот в подход, когда они пытаются склонить Зеленского к принятию вот этого плана, который, соответственно, наносит репутационный удар не только по Украине на международной арене, но и по власти самого Зеленского. Потому что она показывает свою несостоятельность, невозможность провести свою линию, а идет только в фарватере российских не просто хотелок, а ультиматумов. Часть экспертов говорит о том, что на фоне падения рейтингов президента Владимира Зеленского команда Зеленского и сам Зеленский хочет провести встречу 4 лидеров в нормандском формате, тем самым поднять себе рейтинги. И поэтому украинская власть сегодня может пойти на те ультиматумы, которые выдвигает Российская Федерация, как, впрочем, она и делала в прошлый раз, в 2019 году, перед встречей 4 лидеров в нормандском формате. Как вы думаете, ради этого сейчас будут идти на эти ультиматумы? Ради этого и идут на пока что восприятие подобных ультиматумов. Но встреча не может быть ради встречи. Мы уже это проходили. И, кстати, после той парижской встречи в нормандском формате была еще оманская встреча. Непонятно с кем, но, тем не менее, вот то, что мы наблюдаем сейчас, на протяжении этих месяцев после такого странного визита в Оман президента, я считаю, что это выполнение неких закулисных оманских договоренностей. Соответственно, был выстроен план-график с российской стороны. И вот теперь они прессингуют, что, мол, где обязались, так выполняйте. При всем том, что в конечном счете рейтинг Зеленского со времени предыдущей нормандской встречи не вырос, а упал. То есть, да, это дает, возможно, краткосрочный всплеск, что вот где, мол, сфотографироваться под софитами камер с мировыми лидерами, вот, и показать себя, это даст, возможно, эффект на несколько дней. Но потом, когда начинаются конкретные действия, их исполнение, когда видят, что все это идет путем односторонних уступок со стороны Украины, то, собственно говоря, это приведет к катастрофе. И на это уже Зеленскому не раз указывали. Но другое дело, что он находится в некоем таком информационном пузыре, где, наверное, он хочет слышать то, что он хочет слышать. И поэтому это ж путь в никуда.
Так что я думаю, Дякую. что в Верховном Совете навряд ли попытки протащить что-то в угоду Москве будут иметь успех, особенно в контексте вот этих выборов. Хотя это местные выборы, но это то, что будет бить негативно по правящей группе Зеленського в цілому. Дуже дякую вам. Михайло Гончар був гостем нашої студії, експерт з енергетичних питань, президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Дякую. Сагонас. Ну, а я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут, а дальше в этой студии мы продолжим обсуждать все те новости важные, которые появились сегодня в информационной повестке. Оставайтесь с АТР. Коршкевич.